Эфир главного национального канала продолжает программа «Новый день». В студии работает Катерина Винокурова. Желаю вам сегодня только добрых, хороших новостей и отличного настроения. 14 января на календаре. Старый Новый год, особенный день, завершающий череду замечательных зимних новогодних праздников, с чем я вас и поздравляю. Если вы желаете кого-то поздравить, можете сделать это посредством нашего WhatsApp номера 8 914 279 2262. Ну а теперь обратимся к синоптикам. Прогноз погоды на нашем канале. Итак, сегодня в центральных улусах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 46, 52 градуса. Днем ожидается минус 44, минус 49. В Заречье утром минус 49, 54, днем минус 47, 50 градусов. В южных улусах утром минус 41, 42, днем минус 38, минус 39. В Вилюйских минус 34, минус 45 утром, днем минус 30, минус 39 градусов. В Нижнеленских улусах минус 39, минус 41 утром, днем минус 41, минус 44. В западных улусах минус 32, минус 46 утром, днем минус 30, минус 40 градусов. В Колымайдигирских улусах минус 38, минус 49 утром, днем минус 38, минус 43. В Янских минус 46, 53 утром, днем ожидается минус 43, минус 48. В северо-западных минус 39, минус 44 утром, днем минус 39, минус 42 градуса. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 50 градусов. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Днем ожидается минус 48, минус 47 градусов. Дистанционная форма обучения с 1 по 8 классы до 18 января, с 9 по 11 классы, а также дистанционная форма обучения и актированный день. Ну а далее я хочу передать слово своим коллегам из информационной службы, после чего встречаемся снова в нашей студии. Оставайтесь с нами. Утренний эфир продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вступили в силу изменения в федеральный закон об официальном статистическом учете. По информации Росстата, все юридические лица, кроме представителей малого бизнеса, теперь обязаны предоставлять первичные статистические данные по формам федерального наблюдения исключительно в электронном виде. Для субъектов малого предпринимательства эта норма начнет действовать с 1 января следующего года. Электронная форма предоставления отчетности дает сразу несколько преимуществ. Это возможность отправить ее 24 часа в сутки в любой день недели, снижается число ошибок в отчетах, обеспечивается конфиденциальность передаваемой информации и другие. 2 января в Якутию поступило 2100 доз вакцины от коронавируса. Она отправлена в 5 районов региона: Вилюйский, Верхневилюйский, Нюрбинский, Сунтарский и Мирнинский. Отмечается также, что у всех медицинских работников, получивших вакцину в сентябре, образовались специфические антитела. На сегодня первую дозу вакцины получили порядка 1500 человек. 10 лет со дня открытия кабинета магнитно-резонансной томографии отметили врачи отделения МРТ Республиканской больницы номер 2. Он впервые принял своих пациентов в январе 2011 года. Сегодня ведущее медучреждение Якутии располагает уже 2 кабинетами томографии. Проводятся исследования головного мозга, позвоночника, всех суставов, органов малого таза, органов брюшной полости, сердца и других. Коллектив отделения отмечает, что благодаря поддержке курирующего министерства и администрации медучреждения возможно не только повышать свое профессиональное мастерство, но и развиваться как ключевое звено в оказании экстренной медицинской помощи населению. Проводим массу исследований для того, чтобы помочь нашим врачам-клиницистам поставить правильный диагноз. И это отражается на тактике лечения. И для прогноза заболевания это имеет большое значение. Постоянно в динамике отслеживаем процессы, которые происходят с пациентом.
исследование может занимать до 10-20 минут. А вообще в день мы исследуем по 20-30 исследований, проводим. Технологию сларий сил использовали для восстановления и защиты дороги на 7 участках трассы Лена в южной части региона. По информации пресс-службы УПРДОР Лена, верхний защитный слой асфальта уложили на участках общей протяженностью 58 километров. Дороги восстановили с помощью литых эмульсионно-минеральных смесей. Отмечается, что такие работы в условиях Крайнего Севера помогают продлить срок службы дорог в среднем на 3 года. Всего в 2020 году дорожники отремонтировали 116 километров трассы на территории Якутии и Амурской области. Радиоуглеродное датирование образцов волосатого носорога, найденного на севере республики, проведут в шведском центре по палеогенетике. Находку обнаружили в августе прошлого года на правом притоке реки Индигирки ниже Белой горы Абыйского района. В этой местности в 2014 году нашли тушу шерстистого носорога, а в 2019 году пещерных львят. После осмотра туша хранилась в леднике. В январе ее привезут автозимником в Якутск. Радиоуглеродное датирование, которое проведут в Швеции, позволит определить точный возраст находки. По предварительным данным, найденный носорог погиб от 20 до 50 тысяч лет назад. Степень сохранности туши носорога составляет около 80%, отметили в Академии наук Якутии. Свыше 7 тысяч якутян, по предварительным данным, приняли участие во Всероссийской декаде спорта и здоровья. Она прошла с 1 по 10 января в республике. По информации Управления физической культуры и массового спорта региона, мероприятия в рамках декады прошли не только в физкультурно-оздоровительной форме, но и в режиме самостоятельной организации оздоровительного досуга для всех категорий населения. Так, упражнения по общей физической подготовке на ресурсах Минспорта Якутии просмотрели около 2000 раз. Охват материалов по комплексу испытаний ГТО составил около 400 человек. Утренние зарядки во Дворце спорта 50 лет Победы посетили около 120 человек. На этом наш выпуск подошел к концу. Носите маски, соблюдайте безопасную дистанцию. Всего доброго и удачного дня. Спасибо коллегам, и мы продолжаем наш эфир. Роботизированные собаки – мечта, которую лелеют очень многие. Когда-то пес К9 в качестве спутника легендарного доктора из сериала «Доктор Кто» снискал огромную любовь фанатов. Но совсем скоро робопсы могут стать для нас обыденностью, ведь они начнут ловить преступников прямо на улице, заменяя даже не собак, а целые отряды полицейских. Диги-дог появился у нью-йоркской полиции на службе. Основная задача робопса – выполнять команды своего компаньона. Однако и в одиночку он тоже на кое-что пригоден. Так, он самостоятельно строит путь, ориентируется на местности и определяет свой маршрут. Весит робопес 40 килограммов, то есть почти как типичная крупная собака. Зато движется пока очень медленно, всего 5 километров в час. Но в будущем, скорее всего, его скорость увеличится. Потенциально он может отправляться в разведку и выполнять задачи, получаемые через их собственный канал связи. Крошечный передвижной дом, обставленный любимой мебелью, которую можно буквально взять с собой в путешествие. Это отнюдь теперь не фантастика. Недавно компания IKEA представила свой новый проект. Самый настоящий мобильный дом, который можно установить где угодно. Конечно, как и все в IKEA, здесь все идеально. Знакомая мебель, обстановка, стиль и дизайн. Удивительно, как все это могло уместиться менее чем на 18 квадратах. Разработка идеально подойдет тем, кто часто путешествует или мечтает сочетать работу и поездки по миру. Главная задача проекта заключалась не только в легкости перемещения дома, но и в его экологичности. Он создан из переработанных материалов, оснащен солнечными батареями, а также компостерами для биологических отходов. Площадь дома крохотная, однако тут нашлось место для всего. Полноценная кухня, где можно готовить абсолютно все. Есть здесь и шкаф, куда вполне может войти небольшой гардероб. Поместилась в домике и полноценная кровать. Обеденный стол заслуживает отдельных слов, ведь он может быть чем угодно, рабочим местом или местом для встречи с друзьями. Есть тут и местечко для книг, хобби и даже комнатных цветов. Установлен душ, в дизайне которого использована натуральная древесина.
А при желании прямо возле дома можно разбить зону для пикника и романтических посиделок под звездами. Правда, цена этого крошечного дома совсем не крошечная, примерно 64 тысячи долларов. Пожалуй, единственный минус этого дома, согласитесь. Ну а далее прослушаем гороскоп на день 14 января. Овен. Проявляйте инициативу и не бойтесь принимать важные решения. Идет удачный период для получения новых знаний, поиска информации, общения и встреч. Может случиться так, что вы потратите несколько больше, чем этого необходимо, но это серьезно не ударит по вашему бюджету. Телец. В первой половине дня хорошо заняться планированием новых дел. Вы достаточно легко сможете найти общий язык с самыми разными людьми. В семье установится особенно теплая обстановка любви и взаимопонимания. Близнецы. Сейчас вам стоит отдохнуть, съездить куда-нибудь, где профессиональные заботы и домашние хлопоты не станут о себе напоминать. Скоро понадобится сила для реализации новых проектов. Возможно, важная встреча со старыми друзьями. В этот день не избегайте посильных физических нагрузок. Рак. Ставьте перед собой конкретные цели, не перескакивайте с одного дела на другое. Избегайте поспешных решений и не стесняйтесь просить время на размышления. Только тогда, когда вас перестанут беспокоить и подгонять, вы сможете понять, как следует действовать. Лев. Вашего пристального внимания потребуют родные и близкие. Им покажется, что вы отдаляетесь от них, а на работе появится возможность проявить свои профессиональные качества и показать коллегам и начальству, чего вы стоите на самом деле. Дева. Если перед вами стоит вполне конкретная цель, то в данное время вы будете продвигаться к ней уверенными шагами. Можно приобретать предметы интерьера, решать бытовые вопросы, делать что-то своими руками. Полезно заняться своим здоровьем. Весы. В этот день вам, возможно, придется решать вопросы не только свои, но и чужие. Хорошее время, чтобы восстановить разорванные отношения, попросить прощения, если виноваты, простить, если обидели вас. Если нужно обратиться к врачу, сделайте это сегодня. Скорпион. Время для спокойного принятия решений, избегайте суеты. Не доверяйте всему услышанному, тем более обещаниям, возможно, вас намеренно попытаются ввести в заблуждение. У свободных представителей этого знака сегодня возможно романтическое свидание. Это удачное время для крупных покупок, вечером не давайте денег взаймы. Стрелец. Вы будете обладать большим зарядом бодрости и сможете справиться с любыми поставленными задачами. Не стоит проводить время впустую. Основное внимание должно быть направлено на дом и семью. Это удачное время для спокойного общения и прощения и примирения. Козерог. Это время благоприятно для деловых встреч, общения и новых знакомств. Любые занятия, как и контакты с близкими людьми, станут источником вдохновения. Если есть возможность, то вечер посвятите отдыху, лучше всего за пределами города. Никаких азартных игр, особенно с незнакомыми и даже относительно знакомыми людьми. Водолей. Не берите на себя повышенных обязательств. Если что-то у вас не получается или просто душа не лежит к какому-либо делу, отложите его. День будет идеальный для отдыха, занятия любимым делом и для коротких поездок. Вечером опасайтесь незнакомых людей, которые попытаются войти в ваше жилище или даже просто заинтересуются вашим имуществом, особенно если они будут представляться сотрудникам госорганов. Рыбы. Не распыляйте свои силы и энергию впустую, занимайтесь наиболее важными делами, отложив на время второстепенные задачи. Постарайтесь поддерживать хорошие отношения с коллегами и партнерами. От их поддержки сейчас во многом зависит ваш профессиональный успех. Открылся новый магазин «Диваны Матрица». Современные диваны по доступным ценам. Впервые в Якутске стильные и роскошные шубки из натурального меха от крымской меховой фабрики Do It For. Новая коллекция. Все изделия из канадского сырья. Модница Якутска, нам есть что вам предложить. Улица 50 лет Советской армии, дом 3. Торгово-выставочный центр Сахабулт. Компания «Денежный поток» предлагает займ пенсионный. Порадуйте своих близких и не забудьте о себе. Филиалы по всей республике. Наш адрес – город Якутск, улица Дзержинского, дом 11, первое крыльцо, 3-й этаж. Мы воплощаем ваши заказы в жизнь, изготавливая ордена, медали, значки и памятные знаки, чтобы вы могли увековечить знаменательное событие в своей жизни или истории предприятия. Драгоценности Якутии.
Доброе утро. Мы продолжаем наш эфир. 14 января на календаре. В нашу экстремальную холодную зиму, согласитесь, волосы нуждаются в особенном уходе. А потому особенно нам, девушкам и женщинам, необходимо знать, как ухаживать и чем пользоваться за волосами в зимнее время, чтобы поддерживать красоту в здоровом тонусе. За помощью и полезными советами мы сегодня обратимся к специалисту, косметический трихолог. С нами на связи Сандра Жигусова. Сандра, доброе утро. Доброе утро. Ну, вопрос такой общего характера, да, для начала. Влияют ли как-то головные уборы на качество волос? А без головных уборов, как правило, в Якутии, особенно нам, никуда. Да, конечно, влияют. Постоянное ношение головных уборов может привести к перхоти, да, к обострению сибарейного дерматита. Может даже кожа головы начинает жирнеть. Поэтому уход обязательно тоже надо подбирать грамотно в осенне-зимний период. Ну, наверняка многих интересует вопрос, сколько раз в зимнее время нужно мыть волосы? Есть ли какое-то правило? Волосы нужно мыть по мере загрязнения обязательно. Не нужно ждать или переучивать, от этого только будет хуже. По мере загрязнения в норме должно как-то, где-то 2-3 дня один раз. 2-3 дня один раз. Ну, это нормально. Вот. Частое мытье тоже как-то влияет пагубно на кончики волос. Но это, наверное, зависит еще от типа, да, волос, то есть... Да, шампунь, уход вообще нужно подбирать по типу кожи головы. Шампунь подбираете по типу кожи головы, маски и бальзамы уже по состоянию кончиков. Если кожа головы жирная, то нужно брать для жирных типов шампуни. Если сухая, то для сухих. Обычно бывает, путают, да, частая ошибка девушек в том, что в основном у нас в Якутске, да, в нашем городе, у нас жирная кожа головы и сухие кончики в основном. И по ошибке покупают шампуни именно по состоянию кончиков. Да, это ошибка в том, что в шампунях для восстановления, да, для питания в состав входит много кондиционирующих компонентов, что приводит именно к жирности. Поэтому шампунь работает только на коже головы. Он не восстанавливает, не питает, не увлажняет. То есть вот так вот. Поэтому шампуни подбирайте только по типу кожи головы. Ну, наверное, многим известно, что шампуни нужно менять, да, еще как часто их нужно менять и на что обратить внимание в его составе? Шампуни надо менять, потому что волосы имеют имеют свойство привыкания. Каждые 2-3 месяца хотя бы нужно менять. Надо методом проб и ошибок нужно находить именно свое, да. И насчет компонентов, отличается от того, у кого какой тип кожи головы. Для жирных типов волос бессульфатные шампуни не подойдут. Это наоборот приводит к перхоти, к обострению, воспалению, поэтому нужно сульфатные. Сульфатные шампуни, они не вредны на самом деле. Развеяли миф, да? Да. А какие маски будут актуальны в зимнее время? Маски мы наносим только по длине, то есть на корни мы их не наносим. Да, как я уже говорила, шампунь работает только на коже головы, а маски работают по длине. Маски восстанавливающие, питательные. И обязательно после каждого мытья шампунем использовать маски либо кондиционер. И держать минимум где-то 10-15 минут. А насколько... Ни в коем случае.
Ага, насколько Ни в коем вредны случае. зимой различные средства для укладки? Те же утюжки, плойки, фены. Ну, это, Нужно ли как-то конечно, плохо ограничить? влияет, потому что, смотрите, зимой у нас отопление. Это, во-первых, сухость, да, в помещении. Это тоже пагубно влияет на волосы. Поэтому нужно, я бы советовала приобретать увлажнители для воздуха. Мгм, мгм. Мгм. А нужно ли пить какие-то Вот. витамины? Да, конечно, Мгм. обязательно. Витамин D, витамины группы В, Мгм. С, А, Е. То есть раз в год нужно сдавать анализы на дефицит микроэлементов и витаминов. И то есть по дефициту уже пить БАДы, витамины обязательно. Мгм. Что ж, Сандра, благодарю Вот. вас за беседу этим утром. Я знаю, что вы сейчас находитесь в Москве. Спасибо, что Мгм. не уснули и подключились к нам. Спасибо вам за отдельные советы. Я думаю, женская половина наших телезрителей будет довольна полезными советами от вас. Отличного Хорошо. вам настроения и спокойной ночи. Спасибо. А мы продолжаем. Если вы фанат «Звездных воинов», как многие, лично я нет, но в моем окружении достаточно много почитателей этой вселенной. И в каком же восторге они будут, узнав, что в Якутске делают точную копию корабля «Мандалорца». Интересная планета. Что тут мог забыть МОФ ГДО? Ну что ж, дорогие телезрители, любители и почитатели «Звездных войн», перед вами точная копия корабля «Мандалорца». В Якутске воссоздают корабль «Мандалорца», возможно, единственная копия таких масштабов. О том, как пришла идея такого проекта, мы узнаем у самого создателя. Появилась, когда я посмотрел сериал. Да, сериал «Мандалорец» вышел в 2019 году. Мы сначала рассчитывали размеры. Нигде нету размеров вообще в интернете, поэтому считали по сантиметрам, переводили в метрах. Потом искали помещение. В Якутске довольно трудно найти помещение, тем более зимой. Нашли помещение, и насчет материалов было несложно. И какой же корабль без турбины, а он у них светится, как настоящая. Конструкция сама сделана из пенопласта, да, каркас. Обшивку сделали из ПЭТ-пленки, чтобы было легче. Потом этот костюм, да, сделать. Купили для этого 3D принтер. И я вообще вот не мог никак успеть сделать корабль и костюм. Конечно. Да, поэтому позвал своего друга, и он начал делать костюм у себя. Я начал делать этот корабль. Параллельно. Да, параллельно. Ну, конечно, без команды не обошлось. Создание образа самого «Мандалорца» — это отдельная тема. У нас шлем распечатан на 3D принтере с наплечниками. Вот броня сделана из спененного материала. Так, и вот, в принципе, шит костюм, и мы еле как-то шли вот этого вот малыша Йоду. И вот благодарим наших друзей за то, что они предоставили его нам, ибо найти его было очень сложно. А как можно стать участником этого проекта? Это очень легко. Написать в YouTube-канале в поисковике «Алладин в Якутске», и таким образом вы попадете на наше видео. Конечно же, у всех назревает вопрос, как можно и где можно увидеть конечный итог. Да, конечный результат можно посмотреть на нашем канале. YouTube-канал талантливых ребят называется Create. Обязательно подпишитесь и следите за происходящим. Ждем с нетерпением конечный результат. Таков путь. Спасибо Максиму. Мы продолжаем наш эфир. Доцент кафедры вычислительных технологий Института математики СВФУ Петр Сивцев взял грант по проекту разработки алгоритма расчета пластических деформаций композитных материалов. Если вы, как и я, далеки от математических наук, то присоединяйтесь к нашей беседе. Попробуем разобраться вместе с создателем данной работы. Петр в нашей студии. Петр, доброе утро. Доброе утро, Катерина. Ну, что за алгоритм, да, и если выразиться более простыми словами, с чем конкретно связана ваша работа? Ну, моя работа, она, во-первых, фундаментальная, и она относится к ускорению вот процесса решения задачи расчета упругопластических деформаций композитных материалов. И, ну, мы применяем
многомасштабные методы, которые у нас практикуются в лаборатории. И вот надеемся, то, что вот наш метод будет, ну, наш вычислительный алгоритм будет гораздо быстрее аналогов. Мгм. А что подразумевается под композитными материалами? Композитные материалы, ну, допустим, это могут быть различные железобетонные конструкции, ну и там разного рода примеси. По сути, наши наработки могут быть использованы для, ну, всего спектра от композитных материалов, которые собраны из различных материалов. Мгм. Так, ну вот я немножко читала, да, вчера перед нашим эфиром, описывать процессы возникновения и развития трещин, а также избежать внештатных и аварийных ситуаций, да, простыми словами. Да, вот в будущем мы хотим, чтобы вот наши вот численные методы, они помогали вот инженерам и проектировщикам вот в ну, создании проекта дома, чтобы он был максимально прочным и не возникало вот, ну, вот, нештатных ситуаций, то есть увеличивать прочность вот, сооружений. И именно от природных явлений, да? Ну, в том числе, да, природные явления, и, возможно, там какие-то дополнительные нагрузки могут быть наложены на сооружение. Но вы работаете в международной научно-исследовательской лаборатории, да? Как давно она была создана и какими исследованиями вообще занимается? Наша лаборатория была создана в 2017 году, и мы занимаемся вот как раз-таки вот многомасштабными методами. Наша лаборатория, ну, является одним из лидеров мировой по вот многомасштабным методам. И, ну, в общем-то, мы занимаемся вот различными физическими явлениями и вот применением вот нашего многомасштабного метода и для решения вот конкретных задач. В основном у нас фундаментальные исследования. А сколько исследований у вас уже за плечами? Ну, я работаю с 2013 года, когда поступил в аспирантуру с УФУ. И, ну, получается, у меня порядка 20 статей по теме исследования. Здорово. Ага. А данное вот исследование, да, оно первое в нашей стране? Можно сказать, да. Вот именно. Если вот именно компоненты разобрать, то, допустим, люди решают вот задачи упругости, пластичности. Есть люди занимаются вот решением, ну, численным моделированием композитных материалов. Но вот именно вот все собранное, вот это впервые, да. То, что вот мы пытаемся разработать вот абсолютно новый высокопроизводительный алгоритм для расчета вот композитных материалов. Но вы занимаетесь численным моделированием. Какие у него, по-вашему, перспективы в будущем? Ну, численное моделирование, вот, математическое моделирование, оно будет вот, все глубже и глубже проникать в нашу жизнь. И, ну, в будущем, наверное, вот все будет, когда с развитием процессоров, и у нас все будет высчитываться в реальном времени. И думаю, вот даже вот, ну, в обычной бытовой жизни это будет уже применяться. А через какое время примерно можете сделать прогноз? Ну, надеюсь, ну, в течение нашей жизни это уже будет вот внедряться. Мы успеем, Мы да? успеем, да, вот это. Петр, а почему вы выбрали науку? Давно мечтали, хотели? Как так получилось? Вот со школьных времен я являюсь олимпиадником по физике, и вот уже в 8 классе я знал то, что в какой вуз я буду поступать, и примерно знал, вот, чем я хочу заниматься в своей жизни. И думаю, вот наука это была вот первая, ну, самая перспективная для меня вот. Закончили работа. Северо-Восточный федеральный университет, да? Я закончил Московский физико-технический институт. И поступил в аспирантуру Северо-Восточного федерального университета. Ну и скажу то, что уровень у нас достаточно высокий в нашем университете. Это радует. Что бы вы пожелали молодому поколению, тем, кто планирует пойти в науку и, может быть, и в ваш
институт, лабораторию? Ну, может прозвучать довольно банально, но вот именно, как и в любом деле, надо вот заниматься любимым делом, и в любом случае у вас, если вы будете усердно заниматься тем, чем вы любите, то у вас обязательно будет успех. Обязательно Жизнь. получится. Да. А планы у вас какие ближайшие? Вот планы, собираюсь поступить в докторантуру и надеюсь вот в течение 5 лет защитить докторскую диссертацию. Здорово. Что ж, Петр, я вам желаю только удачи, только дальнейших успехов. Здорово, что у нас есть такие исследования, проекты. И в этом и будущее, я думаю. Спасибо вам большое. Отличного дня, хорошего настроения. Мы прерываемся на небольшую рекламную паузу, после чего продолжим наш эфир. Оставайтесь с нами. Мы воплощаем ваши заказы в жизнь, изготавливая ордена, медали, значки и памятные знаки, чтобы вы могли увековечить знаменательное событие в своей жизни или истории предприятия. Драгоценности Якутии. Открылся новый магазин «Диваны Матрица». Современные диваны по доступным ценам. Впервые в Якутске стильные и роскошные шубки из натурального меха от крымской меховой фабрики Do It For. Новая коллекция. Все изделия из канадского сырья. Модница Якутска. Нам есть что вам предложить. Улица 50 лет Советской армии, дом 3. Торгово-выставочный центр Сахабулт. Компания «Денежный поток» предлагает займ пенсионный. Порадуйте своих близких и не забудьте о себе. Филиалы по всей республике. Наш адрес – город Якутск, улица Дзержинского, дом 11, первое крыльцо, 3-й этаж. Доброе утро! Мы продолжаем наш эфир. 14 января на календаре. Поздравляю всех вас со Старым Новым годом. Последний такой праздник. Завершает череду новогодних праздников. Я думаю, сегодня отличный повод собраться с семьей, поужинать, проводить Старый год и с хорошим настроением встречать новый. А я хочу напомнить вам про наш WhatsApp номер 8 914 279 2262. Можете кого-то поздравить, пожелать хорошего настроения или с какой-то знаменательной датой. Можете задать вопросы нам или нашим гостям. Ну а далее наш эфир продолжит свежий информационный блок. Я передаю слово своим коллегам. Утренний эфир продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вступили в силу изменения в федеральный закон об официальном статистическом учете. По информации Росстата, все юридические лица, кроме представителей малого бизнеса, теперь обязаны предоставлять первичные статистические данные по формам федерального наблюдения исключительно в электронном виде. Для субъектов малого предпринимательства эта норма начнет действовать с 1 января следующего года. Электронная форма предоставления отчетности дает сразу несколько преимуществ. Это возможность отправить ее 24 часа в сутки в любой день недели, снижается число ошибок в отчетах, обеспечивается конфиденциальность передаваемой информации и другие. 2 января в Якутию поступило 2100 доз вакцины от коронавируса. Она отправлена в 5 районов региона: Вилюйский, Верхневилюйский, Нюрбинский, Сунтарский и Мирнинский. Отмечается также, что у всех медицинских работников, получивших вакцину в сентябре, образовались специфические антитела. На сегодня первую дозу вакцины получили порядка 1500 человек. 10 лет со дня открытия кабинета магнитно-резонансной томографии отметили врачи отделения МРТ Республиканской больницы номер 2. Он впервые принял своих пациентов в январе 2011 года. Сегодня ведущее медучреждение Якутии располагает уже 2 кабинетами томографии. Проводятся исследования головного мозга, позвоночника, всех суставов, органов малого таза, органов брюшной полости, сердца и других. Коллектив отделения отмечает, что благодаря поддержке курирующего министерства и администрации медучреждения возможно не только повышать свое профессиональное мастерство, но и развиваться как ключевое звено в оказании экстренной медицинской помощи населению.
Проводим массу исследований для того, чтобы помочь нашим врачам-клиницистам поставить правильный диагноз. И это отражается на тактике лечения. И как бы для прогноза заболевания это имеет большое значение. Постоянно в динамике отслеживаем процессы, которые происходят с пациентом. Исследование может занимать до 10-20 минут, а вообще в день мы исследуем по 20-30 исследований, проводим. Технологию Сларий-Сил использовали для восстановления и защиты дороги на 7 участках трассы Лена в южной части региона. По информации пресс-службы УПРДОР Лена, верхний защитный слой асфальта уложили на участках общей протяженностью 58 километров. Дороги восстановили с помощью литых эмульсионно-минеральных смесей. Отмечается, что такие работы в условиях Крайнего Севера помогают продлить срок службы дорог в среднем на 3 года. Всего в 2020 году дорожники отремонтировали 116 километров трассы на территории Якутии и Амурской области. Радиоуглеродное датирование образцов волосатого носорога, найденного на севере республики, проведут в шведском центре по палеогенетике. Находку обнаружили в августе прошлого года на правом притоке реки Индигирки ниже Белой горы Абыйского района. В этой местности в 2014 году нашли тушу шерстистого носорога, а в 2019 году пещерных львят. После осмотра туша хранилась в леднике. В январе ее привезут автозимником в Якутск. Радиоуглеродное датирование, которое проведут в Швеции, позволит определить точный возраст находки. По предварительным данным, найденный носорог погиб от 20 до 50 тысяч лет назад. Степень сохранности туши носорога составляет около 80%, отметили в Академии наук Якутии. Свыше 7 тысяч якутян, по предварительным данным, приняли участие во Всероссийской декаде спорта и здоровья. Она прошла с 1 по 10 января в республике. По информации Управления физической культуры и массового спорта региона, мероприятия в рамках декады прошли не только в физкультурно-оздоровительной форме, но и в режиме самостоятельной организации оздоровительного досуга для всех категорий населения. Так, упражнения по общей физической подготовке на ресурсах Минспорта Якутии просмотрели около 2000 раз. Охват материалов по комплексу испытаний ГТО составил около 400 человек. Утренние зарядки во Дворце спорта 50 лет Победы посетили около 120 человек. На этом наш выпуск подошел к концу. Носите маски, соблюдайте безопасную дистанцию. Всего доброго и удачного дня. Благодарю своих коллег. Мы продолжаем. 12 января в Якутии стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. Олимпиада проходит в очной форме во всех общеобразовательных учреждениях. Подробнее мы поговорим с нашей гостьей по скайпу. С нами на связи проректор Малой академии наук Республики Саха-Якутия Галина Семенова. Галина Александровна, доброе утро. Здравствуйте. Но наслышано, что Олимпиада ведет свою вековую историю. А если чуть подробнее? Ну, история Олимпиады показывает развитие системы общего образования, развитие системы образования в школах. И в России Олимпиады проводятся еще с 19 века, как мы знаем из истории. Современные Олимпиады начались чуть больше 50 лет назад. Сперва, у нас проводились Олимпиады технического направления, математика, физика, химия, астрономия. Когда Советский Союз начал покорять космос, когда развивалась промышленность, ну и потихоньку история Олимпиад развивалась, и сейчас проводятся предметные Олимпиады по 24 общеобразовательным предметам. А как давно проводится Олимпиада в нашем регионе? В нашей республике Олимпиады проводятся с первых лет, с 1966 года. А кто сегодня является организатором данной Олимпиады? Всероссийскую олимпиаду школьников по общеобразовательным предметам организует Министерство просвещения Российской Федерации. У нас в республике олимпиада проводится Министерством образования и науки в лице Малой академии наук. А какие предметы и сколько предметов включены в данную Олимпиаду?
Все ли предметы? По всей России проводятся 24 предметные олимпиады. У нас в республике 22 предмета, кроме итальянского и испанского языков. Олимпиада рассчитана на с 9 по 11 классы, да? Все верно, да? Олимпиаду пишут с 4 по 11 класс. Эта олимпиада проводится в 4 этапа. Сперва, значит, в сентябре-октябре проводится школьный этап, далее в ноябре-декабре муниципальный, в январе-феврале региональный этап. Вот как раз 12 января мы стартовали республиканский этап, региональный этап французским языком. Ну, за столько лет проведения Олимпиады, какие показатели, да, по сравнению с другими регионами России у нас? Ну, у нас, мы гордимся нашими школьниками, у нас неплохие результаты, скажем, в России 85 регионов, и мы где-то вот последние годы с 39-го где-то 40 место. Ну, совместно вместе с 6-7 регионами занимаем 39 место, если быть точнее. Ну а каких результатов, успехов достигли наши ребята, да? Возможно, в какие-то вузы поступают? Вообще вот сама Олимпиада это проводится с целью выявления одаренных детей, высокомотивированных детей, учит значит, нестандартному мышлению, творческому подходу, да, и поэтому, значит, в финал, вот заключительный этап, выходит очень мало школьников. Но нашу республику обычно представляет где-то около 50 детей, хотя мы стартуем от 80 тысяч детей на школьном этапе. И вот по олимпиадному как бы лифту дети поднимаются с каждым этапом со своими вот итогами, результатами. Вот на региональном этапе в этом году будут участвовать где-то около 1500 детей. И, конечно, мы надеемся на них, что они покажут неплохие результаты и смогут выйти на финал, на заключительный этап. Ну а пандемия как-то сказалась на Олимпиаде? Проводятся ли, возможно, дистанционно какие-то этапы? Или все по-прежнему? Какие-то изменения есть? Конечно, изменения ввела пандемия. Ну, во-первых, нужно сказать, что в 2019-2020 году заключительный этап не проводился, который должен был состояться в марте-апреле 2020 года. А в этом году, значит, Олимпиада проводится все равно очно, но детей мы не смогли собрать в одном месте. Дети будут писать Олимпиаду у себя в школах. И сейчас, получается, у организаторов у нас появилось значит, около 200 площадок по всей республике. Ну, с одной стороны, это хорошо, мы знакомимся с новыми со школами, школы учатся, набираются опыта проводить вот такого статуса мероприятия. Эта Олимпиада для нашей республики является огромным событием в педагогической общественности, для школьников, для родителей. А преимущества какие бывают детей, у школьников? По итогам, значит, Всероссийской олимпиады школьников дети могут, значит, если ребенок станет призером заключительного этапа, то это считается уже билет в любой вуз по его профилю. То есть он уже сдает экзамен. И, значит, его диплом считается как 100 балл по ЕГЭ. На региональном этапе, значит, призеры и победители получают дополнительные баллы для поступления уже в вузы Российской Федерации со своей грамотой. А так, конечно, наша республика, наше Министерство образования и науки, наше правительство поддерживает олимпиадников. Они получают путевку на елку главы, значит, в союзные детские центры, вот как Океан, Орленок, Артек,
становятся стипендиатами Малой академии наук, становятся стипендиатами первого президента нашей республики. Галина Александровна, благодарю вас за беседу этим утром. Желаю вам успехов в работе, ну а всем школьникам, конечно же, успехов. Спасибо. Приглашаем всех принимать участие на Олимпиаде. До новой встречи и до связи. Ну, а мы прерываемся на небольшую рекламную паузу, после чего продолжим наш эфир. Оставайтесь с нами. Компания «Денежный поток» предлагает займ пенсионный. Порадуйте своих близких и не забудьте о себе. Филиалы по всей республике. Наш адрес – город Якутск, улица Дзержинского, дом 11, первое крыльцо, 3-й этаж. Впервые в Якутске стильные и роскошные шубки из натурального меха от крымской меховой фабрики Do It For. Новая коллекция. Все изделия из канадского сырья. Модницы Якутска, нам есть что вам предложить. Улица 50 лет Советской армии, дом 3. Торгово-выставочный центр Сахабулт. Открылся новый магазин «Диваны Матрица». Современные диваны по доступным ценам. Мы воплощаем ваши заказы в жизнь, изготавливая ордена, медали, значки и памятные знаки, чтобы вы могли увековечить знаменательное событие в своей жизни или истории предприятия. Драгоценности Якутии. Добро пожаловать в новый день. Я рада зачитать сообщения, которые пришли на наш WhatsApp номер. Здравствуйте, с добрым утром. Поздравляю старого друга прибылых Марии Васильевну. Сейчас Феоктистова с Намцев. В Намцах она проживает. Поздравляем со Старым Новым годом. Желаю всего хорошего, счастья. Самое главное – здоровья вашей семье, ваш старый друг Иннокентий Титов с села Тюнгюлю. Мы присоединяемся к поздравлениям. И еще одно сообщение. Дорогую одноклассницу Лазареву Ирину, в этот замечательный день хочу пожелать тебе никогда не болеть, быть счастливой и успешной. И пусть с тобой рядом всегда будут настоящие друзья, с которыми приятно поделиться радостью. Желаю хорошего настроения, улыбок и веселья. И пусть все, что тебе сегодня пожелают, обязательно сбудется. С наилучшими пожеланиями, Мария подписалась. Что ж, мы продолжаем. Компания Warner Brothers предложила выдвинуть фильм «Чудо-женщина 1984» на премию «Оскар» во всех номинациях. Представьте себе. Студия попросила Американскую академию кинематографических искусств и наук рассмотреть картину в качестве кандидата в каждой категории, включая лучший фильм и лучшая актриса. Главную роль в картине исполнила Галь Гадот. В России ленту начнут показывать уже сегодня, 14 января. Подробнее о картине в нашей еженедельной рубрике «Киноафиша». Мир еще не готов к тому, что тебе предстоит совершить. Смотрите сегодня в кинотеатре «Лена» первый международный блокбастер 2021 года. И все будет иначе. «Чудо-женщина 1984» является сиквелом фильма 2017 года «Чудо-женщина». Его действие разворачивается в 1984 году во время Холодной войны. Главная героиня Диана работает старшим антропологом в Смитсоновском институте в Вашингтоне, но продолжает бороться с преступностью как чудо-женщина. Диана, ты совсем не изменилась, словно и дня не прошло. Я не хочу быть как все. Я хочу быть сверххищницей. Влиятельный и успешный бизнесмен Лорд мечтает стать богом среди смертных. Для этого он не жалеет средств и собирает со всех уголков света разнообразные магические артефакты, пытаясь найти тот, который сможет подарить ему безграничную силу и могущество. В поисках ему помогает специалист по древней истории доктор Барбара Энн Минерва. Так, в руки Минервы попадает некий артефакт, который превращает ее в дикую, кровожадную и неуправляемую женщину-кошку Гепарду.
Вне себя от ярости она начинает охоту за лордом, по чьей вине и превратилась в монстра. Что нас даже не заметят. Забыла тебе сказать. Что? Радары. Они что, будут стрелять в нас? Барбара, что ты наделала? Сам я не в восторге, но думаю, тебе понравится. Желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. Парашюты? Да. Сейчас разве парашютисты в тренде? Что ж, можно только ради главной героини сходить в кино. По-моему, очень красивая женщина. Мы продолжаем. Зима в Якутии экстремально холодная, потому риск локальных обморожений кожи довольно высокий. В это время актуальными считаются средства для защиты кожи от обморожения. И такое средство разработано якутской компанией Cryoprotect, являющейся резидентом технопарка Якутия. Сегодня в нашей студии директор Cryoprotect Наталья Ли. Наталья, доброе утро. Доброе утро. Что за проект? Сколько вам потребовалось времени на его разработку? Расскажите. Значит, наш проект – это средство защиты кожи от обморожения. Мы работаем над этим проектом с конца 2014 года, когда мы стали резидентами технопарка Якутия. К тому времени я завершила свои исследования в области холодоустойчивости насекомых, в которых я большое внимание уделила изучению специальных веществ, которые насекомые используют для того, чтобы выживать при столь низких температурах. Я правильно понимаю, что в состав входят насекомые? Да, нет, не насекомые, а вещества, которые они вырабатывают. Это природные криопротекторы. Ага. А если конкретнее о составе? Ну, вот основу как раз нашего средства составляют вот эти вот очень важные вещества, которые насекомые используют для того, чтобы выживать в столь экстремальных условиях. И как раз основная роль этих соединений заключается в том, что они препятствуют замерзанию воды в клетках. Это то, что как раз происходит при низких температурах, и вследствие чего клетки разрушаются. Но природные криопротекторы, они эффективно препятствуют этому процессу. А в чем преимущество данного средства? Вот чем оно отличается от других? Да? Да, от других известных зимних кремов. Дело в том, что вот традиционные средства защиты кожи от холода, от мороза, от обветривания, они включают в свой состав значительное количество жиров. И вот эти вот жиры, они образуют защитную пленку на поверхности кожи и таким образом смягчают удар низких температур. Но у нас другой принцип, у нас другой подход. Мы как раз создали средство, которое учитывает основную причину поражения. Это замерзание воды в клетках и тканях, что приводит к повреждению. Поэтому это принципиальное отличие, принципиально другое средство. Но я вижу вот две коробочки, да? Это крем и гель, да? Правильно? Да, это крем-флюид и гель. Так, можно посмотреть. А как, где и на ком проходили испытания, возможно? Проходили ли испытания, да? Да, конечно, испытания у нас проходили с участием добровольцев. У нас участвовало более 70 человек. И мы до сих пор, в общем, проводим испытания, потому что нам еще важно знать, как это средство работает в других регионах. Таких как, например, Новый Уренгой, Ямал, Екатеринбург. То есть там, где условия, может быть, помягче, но там есть ветра очень сильные и повышенная влажность. А есть ли какие-то возрастные ограничения? Подходят ли для детей? Значит, мы не рекомендуем маленьким детям использовать. Мы рекомендуем где-то примерно с 14 лет. Я думаю, детям уже можно использовать это средство. Ага. А подходит ли средство для профилактики обморожения? Или уже после обморожения его нужно наносить? Ну, это средство как раз оно создано для профилактики обморожения. То есть для того, чтобы не произошло вот этого повреждения холодом. Но, собственно говоря, если произойдет даже обморожение, это средство также хорошо залечивает вот эти вот воспаленные участки. А насколько держится долго эффект крема, геля? Ну вот это очень зависит от
тех погодных условий, в которых данное средство используется, зависит также от типа кожи. Но вот наши исследования показали, что в аймиконе при минус 52 градусах средство держит в течение 40 минут. Ну, при более мягких условиях, конечно, продолжительность действия будет выше значительно, до 2 часов, 2,5 часов. А как часто его нужно наносить? Каждый день или через каждые 2 часа по истечении эффекта? Как? Да, его нужно использовать в холодные дни, то есть зимой. И, в общем-то, перед выходом на улицу. Каждый раз перед выходом на улицу нужно наносить это средство. Но мне как девушке интересно, без макияжа, как правило, многие не выходят. Можно ли наносить на макияж или только на чистую кожу? Да, вы знаете, мы не рекомендуем наносить на, допустим, тональный крем, да, поверх тонального крема, потому что действие его снизится. Лучше на чистую кожу. Ну, у вас на разработку ушло, вы сказали, сколько времени? Мы сейчас работаем 6-й год, ну вот мы уже вывели этот продукт на рынок. Ну, то есть сама разработка у нас заняла так примерно около 5 лет. А почему вы пришли в науку? Как стали научным сотрудником? И первый ли это ваш проект? В науку просто потому, что я интересовалась биологией. И, в общем-то, интерес возник более глубокий, когда я училась в университете. Вот. Так как-то, ну, естественным путем перешло в научные исследования мои вот ранние увлечения биологией. Относительно проекта, да, это первый инновационный проект, который связан именно с коммерциализацией научных разработок. А так, в общем, до этого я в основном занималась фундаментальными исследованиями. А дальнейшие ваши планы? Ну, сейчас как-то нужно улучшать, возможно, данные продукты, или у вас еще есть какие-то планы? Сейчас нужно развивать компанию. У нас компания, которая вот уже работает в течение 6 лет. И сейчас самый такой ответственный момент, когда мы выводим наш самый первый продукт на уже российский рынок. Это очень ответственное дело. Поэтому все силы будут брошены на то, чтобы все прошло очень хорошо. Наталья, ну наверняка наши телезрители заинтересуются, где можно приобрести и ознакомиться с точками продаж. У вас есть сайт, да? Да, у нас есть сайт на Инстаграм-аккаунте. Можно подробно, во-первых, познакомиться с этим продуктом, во-вторых, можно сделать покупку. Что ж, Наталья, огромное вам спасибо, что пришли к нам этим утром. Я, конечно же, вам желаю успехов в вашем деле и в данном проекте. Спасибо большое. Будем снова ждать с вами встречи. Ну а мы на этом с вами прощаемся. Желаю вам сегодня отличного настроения и хорошего дня. Оставайтесь с нами.